Всех приветствую, добрый день, уважаемые коллеги, слушатели. Сегодня мой доклад будет о механизмах закрепления в системе хакерской группировки СТА-2201. Кто я такой? Меня зовут Амир Тимир, я являюсь экспертом Центра исследования вредоносного кода в АУ-ГТС. И основное направление моей работы — это цифровая криминалистика и инцидент-респонс. Кратко пробежимся по тому, о чем сегодня пойдет речь. Это профиль нашего отслеживаемого АПТ-актора СТА-2201. Затем я кратко вам расскажу о механизмах закрепления. Затем расскажу о простых и продвинутых техниках, которые я выделяю в своей работе. Дальше разберем реальный кейс. И в конце бонусом я расскажу о полезной утилите, которая поможет вам в ваших расследованиях. Кто же такой АПТ-актор СТА-2201? Изначально при проведении Threat Intelligence мы не нашли достаточно информации для атрибуции данной АПТ-группировки. Поскольку наша команда не занимается атрибуцией, а мы занимаемся лишь расследованиями, мы начали отслеживать данного Threat-актора как СТА-2201, что можно расшифровать именно как СТС-Threat-актор. Чем же примечателен этот Threat-актор? Он использует как и простые, так и продвинутые техники закрепления в системе, а также он ассоциирован с вредоносной активностью, которая продолжается с марта 2022 года, и схожее поведение было обнаружено нами и в других организациях. И по нашим данным, целью данной группировки являются стратегические объекты и критические сервера. И, наверное, главной особенностью является адаптация старых вредоносных билдеров и фреймворков под их собственные конфигурации, а также моими коллегами на прошлогоднем КХС было рассказано именно о них же, как они эксплуатировали уязвимости в Microsoft Exchange, используя ViewState. А также они ответственны за атаку на космического телекоммуникационного провайдера. Об этом также моими коллегами было рассказано на Security Analysis Summit в 2023 году. Переходим к механизмам закрепления. Я в своей работе их разделяю на простые и продвинутые. Что это означает? Простые легко детектируются средствами обнаружения, средствами защиты информации. Продвинутые требуют более осознанного понимания работы операционной системы Windows и, соответственно, не так просты для обнаружения. Начнем с простых. Это вредоносные сервисы, вредоносные службы Windows. Это, наверное, самое простое. Злоумышленники путем повышения привилегий имеют возможность создавать вредоносные сервисы, вредоносные службы, которые не всегда, но практически в 100% вероятности они могут сохраняться в системе и запускаться после перезагрузки. Как мы можем отследить это? В первую очередь мы должны обратиться к системным журналам событий Windows EVTX. И в таких журналах, как System и Security, под идентификаторами 7045 и 4697, будут созданы события, указывающие на инсталляцию вредоносного сервиса. Далее мы можем увидеть изменения. В ключе реестра менеджера контроля служб, который вот указан HKey Local Machine System, Card Control Set Services, а также при наличии систем детектирования процесс sc.exe будет запущен. Как пример, вы можете здесь увидеть, получается, идет запуск через CMD, скрытый, создается вредоносный сервис с исполняемым файлом в директории Program Data. И дальше указываются уже параметры, при котором злоумышленник задает, когда и при каких обстоятельствах будет запущен сервис.
а также исполняемые файлы самих служб можно найти в таких директориях, как public, appdata или programdata. Вот здесь представлены примеры вредоносных сервисов из реальной практики. Как вы можете заметить, получается, справа от меня, вот на этой стороне, здесь производится запуск вредоносного сервиса из-под CMD. И эти запускаемые файлы находятся в директории programdata, уязвимой директории для особо излюбленной директории для злоумышленников, поскольку она не требует повышенных привилегий для записи и чтения файла. Как вы можете заметить, здесь злоумышленник старается мимикрировать под легитимный Zabbix, как и здесь злоумышленник, имея легитимную цифровую подпись, имеет возможность также запускать не через CMD, а просто вредоносные файлы, также из программдаты, также мимикрируя под легитимное ПО. Далее мы переходим ко второму механизму закрепления. Это вредоносные запланированные задачи. В принципе, механизм закрепления крайне схож, только лишь отличие состоит в том, что Windows позволяет настраивать отложенный запуск таких задач. Как мы можем их отследить? В тех же системных журналах, в таких журналах, как Task Scheduler Operational, мы можем найти события под идентификаторами 10.6 и 14.0. Получается, сами записи создаются, когда запланированные задачи создаются, обновляются, и сопровождается это все с именем задачи. А также в том же журнале идентификатор 14.1 означает удаление запланированной задачи. В журнале Security под такими Event ID, как 4698, 4699, 4700 и 4701, соответственно, можно проследить создание, удаление, активацию и деактивацию запланированной задачи при включенном SACL. А также, используя командлеты getShuttle-tasks и tasks.exe, при наличии доступа к зараженному компьютеру, можно запустить вот эту команду и просмотреть активные на данный момент запланированные задачи и использовать эти данные для последующего расследования. А также при наличии средств детектирования можно будет увидеть запуск процесса tasks.exe, который указывает как раз таки на создание запланированной задачи. И в директории C-Windows System32 Tasks будет создан XML регистрационный файл, в котором вы можете заметить сам файл задачи с инструкциями, что, когда и запускать. На данном примере, также пример из реальной практики, скриншот из программы Авторанс SysInternals. Здесь также у нас идет запуск уже через двойные CMD .exe, также из уязвимой директории programdata, и идет команда запуска разведки сети с выводом это во временный файл, используется для того, чтобы в дальнейшем подготавливать следующие шаги атаки. Второй пример – это запуск вредоносного исполняемого файла, двух вредоносных исполняемых файлов. Можете не обращать на расширение INI, это, вероятнее всего, это payload, полезная нагрузка, которая будет подгружена в этот исполняемый файл. И здесь последний пример – это запуск файлов, запуск вредоносного исполняемого файла, который также находится в программдате, который авторизуется на домене жертвы и затем эксфильтрует данные также во временный файл, который будет впоследствии украден. Перейдем с вами к продвинутым техникам. Что вообще такое продвинутые техники? Чтобы детектировать и расследовать их, нам важно понимать
принцип работы операционной системы Windows. Самое первое, и, наверное, самое такое замудренное для меня, это Updomain Manager Injection. Это техника, которая позволяет злоумышленнику внедрять вредоносные сборки в .NET процессы, и делается это путем создания кастомного Updomain менеджера, который загружает и исполняет вредоносный код в памяти процесса. И при этом он байпасит методы отслеживания. Что это означает? Файлов физически на файловой системе вы не найдете. Вы найдете лишь следы исполнения конкретно в памяти процесса. И здесь представлена такая очень упрощенная схема. Исполняемый файл через бинарник .NET создает коннект с команд-контроль сервером и уже может дальше получать какие-то инструкции от него. Вообще, как техника это реализуется? Существует два способа. Первый способ — это создание конфигурационных файлов, которые впоследствии меняют два параметра в Updomain менеджере. Это Updomain Manager Assembly и Updomain Manager Type. А также с помощью изменений, как это называется по-русски, изменений в переменных окружений Updomain Manager Asm, Updomain Manager Type и Compose Version. Когда эти переменные окружения созданы, они подгружаются Common Language Runtime, CLR, в .NET процесс и начинается исполнение. Как это можно детектировать? Во-первых, нужно обращать внимание на конфиг-файлы, которые потенциально могут содержать в себе строки, которые изменяют вот эти два параметра. А также важно мониторить изменения вот этих трех параметров переменных окружения в запущенных процессах. А также мониторить исполняемые файлы .NET в директориях, доступных для записи, или аномалии в системных директориях по типу C-Windows System32. И самое важное, немаловажное, то, что подобная техника может обходить методы Load Library Functions, то есть могут обходить стандартный паттерн загрузки DLL. Расскажу, как мы отследили подобную активность. Все началось с того, что данная группировка использовала балансировщик для сокрытия своих действий, поскольку балансировщик в данном случае выступал как прокси, и мы не видели реального IP-адреса, от которого идут обращения. Затем злоумышленник, решив, что ему нужен не балансировщик, а ему нужны вот эти вот почтовые сервера, он решил пойти через пользователя. На пользователя он применил технику Updomain Manager Injection, и затем здесь произошел их прокол. Здесь мы увидели реальный IP-адрес пользователя и реальный IP-адрес клиента, от которого идут коннекты. Но при этом, когда мы видели обращение на балансировщик со стороны хакерской группировки, у нас были пустые логи, поскольку балансировщик, повторюсь, имел фиксированный IP-адрес, и он выступал как прокси. Далее я расскажу, что конкретно происходило на рабочей станции юзера. Здесь, получается, с помощью реализации техники Updomain Manager, первый этап, они создают вредоносный сервис, вредоносную службу. Затем с помощью изменений переменных окружения через VMI или ключи реестра они добавляют вот эти три переменные окружения, но однако это очень важный этап атаки, поскольку из-за чего это пунктирным, это нельзя никак проследить. Ни одним EDR, ни одним SSI, поскольку
так SSI работает. Он не может проследить изменения, поскольку изменения происходят в раз, в миг, и затем эти перемены окружения удаляются. Далее они дропали вредоносную DLL, ну вообще любую DLL, которая грузилась в память, и вместе с ней на систему попадал P12 ключ, который служил для авторизации на Google Drive, и через легитимную API-шку они выводили. Ну, это вообще, вот этот канал, он является полностью легитимным, однако он служил каналом управления и эксфильтрации данных. Что прикольно, со стороны это выглядело так, как будто API-шка и сам Google Drive просто обменивались картинками. Вот и получается на хосте, что вы видите обведено желтым, это и было. Сначала был вредоносный диспетчер, который, это была DLL-ка, но единственное ограничение этой DLL-ки было в том, что она могла загружать в память лишь 1 мегабайт кода. Поэтому ей требовалась дополнительная DLL-ка, которая содержала в себе весь вредоносный функционал. Весь этот вредоносный функционал затем грузился в память. Мы не видели этого. Мы видели лишь, когда дампили процессы, а физически на файловой системе мы этого не видели. И самое примечательное то, что злоумышленник мог реализовать эту технику напрямую на почтовом сервере, однако почему-то он решил пойти в обход через юзера. И этого он не сделал. И вероятно, это он сделал для того, чтобы его было сложнее заметить, поскольку здесь бы сразу прилетел алерт, и, возможно, мы бы обнаружили его раньше. Следующее, я называю это киллер-фичей злоумышленников, это невидимая запланированная задача. Я не нашел никаких следов исполнения файла, точнее, запланированной задачи, ни в файловой системе, ни на EDR, нигде. Но, однако, я понял, что эта задача все-таки существует, когда начал перебирать процессы и начал дампить их, и начал вытаскивать оттуда сигнатуры задачи. Я нашел вот такую сигнатуру задачи, anti-task, за которой следовала, это получается команда, с помощью которой вы можете найти. Я увидел вот эту сигнатуру, за которой следовал запуск вредоносного файла. И самое, наверное, обидное, что от этого никак нельзя защититься. Так работает Windows, к сожалению. И мы до сих пор не понимаем, как это произошло. Здесь, если приглядеться, я тут расписал, какая структура может быть у файла задачи, который я нашел в памяти. Получается, здесь anti-task — это сигнатура задачи. Далее идет, после anti-task сразу идет имя задачи, и затем чуть-чуть ниже можно заметить путь к программе, которая исполняет саму задачу. Далее следует команда, вывод команды. Это также program path, то есть путь к программе. Затем аргументы запускаемой программы и рабочая директория. И все это я нашел в процессе SVC host. Но я уверен в том, что это может быть и в любом другом процессе Windows. Теперь поделюсь расследованием реального кейса. Как-то раз, это тоже вывод программы, Авторанс, Assistant Terminals. Как-то раз я искал просто закрепление и обнаружил одну непримечательную запись. Это был вызов задачи. Это была задача запланированная, которая вызывала PowerShell, и здесь она вызывала какой-то base-64 код. Я его декодировал, и из-за этого у меня получился такой блок кода, который означает, что задача
подключается, она берет папку рабочую, директорию, где все задачи находятся. Затем она берет имя задачи соседней, то есть таких там было две. Она берет имя соседней задачи как параметр. Затем она считывает описание самой задачи, считывает ее имя, и затем с помощью функции EX она исполняет ее. То есть получается, она исполняет описание. Но здесь вы можете также заметить такие аргументы, как 6, system и 5. Это означает, что задача будет запущена от имени системы, то есть это, можно сказать, повышение привилегий. Далее расскажу про жизненный цикл атак, с которым мы сталкиваемся каждый день. Получается, мы находим следы. Самое первое, мы находим следы запуска PSExec, что означает латеральное перемещение по сети. Затем злоумышленник заходит на хост и с помощью техники эмиттера 1049 получается, он исследует активные соединения на самой системе. Он провел первоначальную разведку, затем он создает сервис или задачу. Эта задача или сервис исполняется. Исполняется она через преимущественно CMD, через параметр CMDC, чтобы пользователь не увидел этого. Затем они смотрят, какие соединения могут быть у зараженного компа. Дальше они эксфильтруют это все через свой канал команд-контроля. И затем дальше смотрят, куда им можно прыгнуть. И этот весь круг повторяется. И, как правило, на этом шаге C2 адреса, они могут быть как и легитимными, так и внутри организации, так и действительно C2 адресами злоумышленников. И самое последнее — это полезная утилита. Наверняка вы все пользуетесь, кто сталкивался, может быть, программой Volatility для исследования дампов оперативной памяти. Самая актуальная версия — это 3, я ей пользуюсь, многие пользуются и 2. Под 3 Volatility выпустили порт, очень классный порт TomChop, как утилита TomChop. Получается, этот плагин очень важен для исследования, поскольку не всегда вам могут приходить информация о запускаемых вредоносах и об автозапуске. И этот плагин поможет вам скарвить из оперативной памяти все вредоносы, по крайней мере, что он найдет. И он фокусируется на ASEP. ASEP — это Auto Start Execution Points, то есть точки автозапуска. И вот, может быть, будет полезно, как запускать данный плагин. И здесь как раз-таки можно заметить ранее упомянутый запуск исполняемого файла с флагом порт 9090, и затем запуск 2 нелегитимных, потенциально вредоносных исполняемых файлов. То есть все, что нужно было, этот плагин нашел. Спасибо за внимание.